Изучала языки, иностранные языки, это английский, турецкий, испанский, что дало мне возможность учиться в Евразийском национальном университете. Нам уже обеспечивалось общежитие абсолютно бесплатно. Старайтесь чаще участвовать в различных мероприятиях, студенческих организациях, в каких-то волонтерских программах. На тот момент меня интересовали такие направления, как психология, туризм, сфера киноиндустрии, стоматология даже. Сотрудничать с такими компаниями, как Apple, Google. Не бойтесь пробовать новое. Университет — это не только учеба, но и возможность развиваться в разных сферах. Мы познакомились с разными людьми, с новыми культурами, приобрели ценный опыт общения с людьми из разных стран. Во время учебы в ЮНУ я заметила, что именно к кыргызским студентам относятся с большим уважением. Со стороны преподавателей тоже чувствовалась такая искренность и теплое отношение, а их поддержка и радушный прием оставили очень-очень приятные впечатления. Всем большой привет, дорогие друзья! Меня зовут Тимирбаева Яна, и я являюсь студенткой 3-го курса Высшей школы международных образовательных программ. Тимирбаева Яна учится по направлению управления бизнесом, профиль международный бизнес. Наше направление охватывает несколько интересных сфер, такие как логистика, экономика, менеджмент, бухгалтерия, маркетинг, цифровизация, глобализация и так далее. Помимо учебы я также занимаюсь вокалом и спортом, а именно быстрой ходьбой. Я училась до 6 класса в школе гимназии Кирова, номер 4. После я подала в школу-гимназию Олимп. Я окончила до 11 класса, училась до 11 класса. И когда у меня стоял выбор после 11 класса выбирать университет, я должна была определиться с выбором направления. На тот момент меня интересовали такие направления, как психология, туризм, сфера киноиндустрии, стоматология даже, творчество, музыка, искусство. Но, к сожалению, я не выбрала ни один из этих направлений, так как мне советовали выбирать более серьезную специальность. И в конечном итоге я определилась с факультетом, со своей специальностью, изучив программы обучения и требования к поступлению. Вот. И вот так вот я и подала в ОЖГУ, а именно Высшую школу международных образовательных программ. И я ни капли не жалею, что я подала туда и учусь там. То есть наше направление дает мне возможность работать не только в нашей стране, но и учиться за границей, работать за границей. И вот так вот я и выбрала. То есть можно также работать в международных компаниях, сотрудничать с международными компаниями и с партнерами. За эти 3 года учебы в ОЖГУ я приобрела ценные знания и опыт. Во-первых, это, конечно, академические достижения. Каждый студент, в том числе я, наверное, участвовал в различных научных конференциях, в семинарах, тренингах, в конкурсах, каких-то программах. Вот все, что у нас проводилось в университете и вне учебы, я старалась принимать участие в таких вот креативных мероприятиях. И вот и в конечном итоге мне помогло улучшить навыки публичных выступлений, исследования, также развила навыки работы в команде, лидерские качества, организаторские способности, а также профессиональное взаимодействие. Что насчет практического опыта? Я участвовала по программе академической мобильности
что дало мне возможность учиться в Евразийском национальном университете имени Гумилева в Астане и получить международный опыт. То есть я улетела туда, когда я училась во втором курсе. На втором курсе, да, это было. Это у нас 4-й семестр. Нам в группу присылали сообщения по программе академической мобильности. Я и оттуда узнала, как можно подавать туда, в Евразийский национальный университет. Подавать заявку было намного проще, чем мне оказывается. И после мы с друзьями, это было в конце февраля, в конце января, мы улетели в Казахстан. То есть Евразийский национальный университет имени Гумилева считается одним из топовых университетов Казахстана. И поэтому мне обучение очень сильно понравилось. Сам процесс обучения немного отличается от нашего, и поэтому привыкать было достаточно просто. Что нам еще понравилось, это то, что нам уже обеспечивалось общежитие абсолютно бесплатно, и оно было максимально близко к нашему корпусу. Нам хватало буквально минут 5-10, чтобы добраться от общежития до нашего факультета. Общежития у них несколько, и делятся они по номерам. Общежитие номер 7 считалось для иностранных студентов. Сама общага достаточно большая, состоит из 9 этажей, уютная, со всеми условиями, чтобы каждый студент чувствовал себя комфортно. Внутри все включено, начиная от буфета, заканчивая, наверное, до воркинг-центра. Что насчет учебы в ЯНУ? Как только мы прилетели в Казахстан, буквально через неделю нас пригласили на важное мероприятие в честь иностранных студентов по академической мобильности по программе Welcome to YENU. На самом мероприятии присутствовали студенты из 15 стран. Было классно, круто, атмосферно. Мы познакомились с разными людьми, с новыми культурами, приобрели ценный опыт общения с людьми из разных стран, расширили кругозор, набрались опыта, старались как могли, учились, чтобы наш GPA не был низким под конец учебного года. Сама учеба длилась полгода. За эти полгода мы успели сделать абсолютно все. А самое главное — это получить ценные знания и опыт. Еще во время учебы в ЯНУ я заметила, что именно к кыргызским студентам относятся с большим уважением. Нас часто приглашали на различные мероприятия, на кинопоказы. Мы даже успели съездить за город на экскурсию. И это внимание было особенно заметным. Нас даже приглашали, я помню, в Назарбаевский университет на экскурсию. Как вы сами знаете, Назарбаевский университет считается одним из топовых университетов Казахстана, номер 1, можно так сказать. И во время экскурсии в Назарбаевском университете нам показали сам университет, посетили кампус, нам презентовали, рассказывали об образовательных программах, мы пообщались со студентами, и, в общем, вот так мы и узнали жизнь назарбаевских студентов на кампусе. Еще со стороны преподавателей тоже чувствовалась такая искренность и теплое отношение, а их поддержка и радушный прием оставили очень-очень приятные впечатления. Нам было очень грустно прощаться с нашими преподавателями, с нашими друзьями, с нашей группой, с университетом, с общагой. И, в общем, было грустно прощаться с Казахстаном. Как я сказала ранее, занимаюсь вокалом
уже недавно эле баштаганмын занятияны. Я не профессионал, пока что начальный вокалист. И помимо вокала я также занимаюсь спортом. Люблю гулять одна. Где-то по вечерам я выхожу, занимаюсь спортом, именно быстрой ходьбой. Вот. Также я изучала языки, иностранные языки. Это английский, турецкий, испанский языки вот эти. Также, что еще? Хобби, люблю петь, люблю готовить, читать книги и, наверное, обожаю смотреть фильмы. Очень мечтаю учиться за границей, работать за границей, работать именно в международных корпорациях, наверное, организациях, сотрудничать с такими компаниями, как Apple, Google. Ну, это пока что мечты. Вот. В будущем, надеюсь, очень учиться на магистратуре за границей. Это пока что у меня в целях. Вот. Мои советы первокурсникам, абитуриентам. Первое — это определитесь с направлением. Выбирайте ту специальность, которая вам действительно интересна и имеет достаточно хорошие перспективы. Второй мой совет — это развивайте языковые навыки. Если вы планируете, допустим, академическую мобильность, либо же работать за границей, то вам лучше развивать языковые навыки. Третий мой совет — это будьте активными в учебе и вне учебной жизни. Старайтесь чаще участвовать в различных мероприятиях, студенческих организациях, в каких-то волонтерских программах. Это тоже улучшит ваши навыки и поможет приобрести новые и полезные знакомства. Ну и четвертый мой совет — это, наверное, не бойтесь пробовать новое. Университет — это не только учеба, но и возможность развиваться в разных сферах.